Добрый вечер. В эфире программа «Социальная среда». Дорожная карта – это наглядное представление пошагового сценария развития экономики, в частности, ее систем, будь то здравоохранение, образование или же культура. Прежде всего, дорожная карта – это визуальный прогноз на будущее, который позволяет его четко увидеть и оценить. В частности, особый интерес вызывает дорожная карта развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики. Здесь уже определены первоочередные мероприятия, о которых мы будем говорить далее. Сегодня у нас в гостях Рамзан Евлоев, заместитель руководителя Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы. Федя Калшин, приветствуем вас. Судьи нашей программы, переходя уже к теме нашего сегодняшнего разговора, Рамзан Ухаевич, вот с какими трудностями вы столкнулись при разработке дорожной карты? Федеральная антимонопольная служба, основная задача у нас – это развитие конкуренции и защита конкуренции. И, соответственно, мы пытаемся развить, наше управление, мы работаем над развитием конкуренции, также защитой конкуренции на территории Республики Ингушетия. Соответственно, конкуренция, как мы все знаем, это состязательность между… Двигатель вообще, да? Да, двигатель, экономики, можно сказать, так как если нет конкуренции, соответственно, есть монополия или там организации, которые доминируют на рынке, и они делают все, что хотят на рынке. Соответственно, мы пытаемся бороться с этим и на каждом товарном рынке, чтобы был частный бизнес, и между ними была добросовестная конкуренция. Есть недобросовестно, но мы также боремся с тем, что не было недобросовестной. Насчет конкуренции на товарных рынках мы с вами поговорим чуть позже. Более подробно. Давайте все-таки сначала мы поговорим о разработке дорожной карты. Хорошо. Дорожная карта у нас разработана на основании распоряжения правительства Российской Федерации. В сентябре 2021 года было принято распоряжение председателем правительства Мишустиным о принятии дорожных карт развития конкуренции на всех субъектах Российской Федерации. Соответственно, в сентябре мы совместно с Министерством экономики начали разрабатывать дорожную карту, и у нас уполномоченный орган именно по разработке, это утвержден, это Министерство экономики Республики Ингушетия, и в конце ноября, начале декабря было уже разработано основные мероприятия, которые необходимо исполнить органам исполнительной власти, и мы направили данную дорожную карту для согласования Центрального аппарата ФАС России. Соответственно, все-таки вот какое участие приняла антимонопольная служба в разработке? Да, вот сейчас я дойду до этого. У нас мы согласовываем дорожную карту, соответственно, смотрим данную дорожную карту, есть ли какие-то нарушения антимонопольного законодательства именно по этим мероприятиям, где даны преференции отдельным хоссубъектам, есть ли такие нарушения антимонопольного законодательства, нарушается ли федеральный закон о защите конкуренции. И в середине декабря мы согласовали дорожную карту и направили обратно в Министерство экономики. Соответственно, в конце 29 декабря главой Республики Ингушетия была утверждена дорожная карта. И, можно сказать, это такой уникальный документ для нашей республики, дорожная карта по развитию конкуренции. Что вообще данный документ из себя представляет? Там определены органы исполнительной власти и, соответственно, мероприятия, которые необходимо исполнить органам исполнительной власти Республики Ингушетия по достижению целям развития конкуренции на территории Республики Ингушетия. Например, если мы возьмем там, есть 36 товарных рынков, которые определены для нашей республики. Это наше Министерство экономики, исходя из специфики региона, определило 36 из 41 рынка, который вообще есть в самом распоряжении, утвержденном правительством Российской Федерации. Соответственно, мы для себя взяли 36 рынков. И до 2025 года мы должны исполнить дорожную карту. И в чем заключается суть данной дорожной карты? Это чтобы частный бизнес был во всех 36 товарных рынках, был частный бизнес. И, соответственно, данное мероприятие, мы думаем, что если органы исполнительной власти будут исполнять как дорожную карту, и мы будем вести контроль, чтобы до конца 2025 года все эти мероприятия были исполнены.
Мы думаем, что частный бизнес будет во всех товарных рынках, которые указаны на дорожной карте, и у нас появятся рабочие места, новые организации и субъекты среднего и малого предпринимательства. Вот вы отметили, да, 36 товарных рынков. Вот каким товарным рынкам Ингушетии сегодня необходимо уделить особое внимание? Как вы думаете? На самом деле мы считаем, что необходимо развить все рынки, потому что мы проводим анализ каждый раз и замечаем, что даже наши предприниматели как-то не заинтересованы в развитии всех рынков. Мы считаем, что почему мы так считаем, если… Не заинтересованы или все-таки не проинформированы или не владеют такими знаниями, чтобы развивать рынок? Может быть, и не владеют, но смотрите, какая ситуация на нашей республике. Например, есть бизнес, где есть высококонкурентный рынок, да, называется. Это рынок, где много конкурентов и очень сложно выжить. Да. Есть рынки, где вообще нет частного бизнеса, и можно туда войти и, соответственно, спокойно работать, пока не появятся конкуренты. Соответственно, если другие предприниматели видят, что вы на этом рынке хорошо зарабатываете, на этом рынке появятся конкуренты, соответственно, этот рынок тоже будет развиваться. Это наша цель. Мы хотим, чтобы эти 36 рынков были высококонкурентными, так как что делает конкуренция? Конкуренция на самом деле… Повышает производительность. Да, повышает производительность, улучшает качество товара, снижает цены, потому что кто-то дает интересные идеи, другой предприниматель пытается также внедрить ноу-хау, улучшить качество товара, так как ему интересно, чтобы его товар покупали. Мы считаем, что будущее экономики за средним и малым бизнесом, потому что, конечно, у нас есть монополисты, это рынки, которые определены как газоснабжение, как электроснабжение, это там субъект, естественно, монополии, соответственно, мы пытаемся, чтобы у нас развивались другие рынки, где можно субъектам среднего и малого предпринимательства спокойно работать и развивать конкуренцию. На ваш взгляд, какие отрасли сегодня должны быть конкурентоспособны по большей части? Каким отраслям больше, чем мы считаем, других? что на самом деле у нас слишком развита отрасль оказания услуг. И у нас очень мало развито производство. И мы, проводя анализ, заметили, что в нашей республике наши предприниматели как-то не заинтересованы в производительности. А все рынки, где оказываются услуги, они высококонкурентны. Но почему-то мы всегда, когда проводим бизнес… Как вы думаете, почему у нас производительность на нуле? Потому что наши бизнесмены считают, для них как-то, может, это и легче закупать товары с соседних регионов или с других государств и продавать здесь. Но мы считаем, что… Во-первых, да, это затраты, это время, это нервы, то если можно купить, да, и опять-таки доверие сразу не оказывается. В этом дело. Но было бы интересно, если мы сами производили бы и наоборот продавали бы нашим соседям по всей России, может быть, и за границей. И поэтому, вы как-то этому способствуете, этому толчку? Когда мы проводим бизнес-семинары, мы всегда нашему бизнесу говорим, изучайте рынок, проводите анализ и смотрите, какой рынок, где есть ниши, где можно работать, и пытайтесь именно делать акцент на производство. Потому что на самом деле купи-продай, я думаю, даже для бизнеса это неинтересно, так как когда ты производишь, у тебя больше ответственности, больше, не знаю, интереса развить этот рынок, улучшить качество товара. Купи-продай — это здесь сейчас. Да. Вы говорите про долгосрочные перспективы, в которые уже, к сожалению, наши предприниматели вкладываться не хотят. На самом деле так, потому что мы видим, у нас какой основной бизнес? Построить здание, сдать в аренду. Или мойки, автомобильные мойки, да. Так как смотрите, там очень интересно. Сдал, пошел, просто сидишь дома, идут деньги. Дивиденды производительность, конечно, это большая ответственность. И мы, большая ответственность, большие нагрузки, а также и вложения немалые. Да. Возьмем рынки, например, мы посмотрели, какие у нас рынки высококонкурентные. Это рынок производства хлеба. На самом деле большая конкуренция. Производство колбасы. Мы думаем, из-за того, что
тоже специфика рынка, так как наши жители Ингушетии там больше предпочитают, мы как бы предпочитаем халяль, и, соответственно, предприниматели увидели, что мы заинтересованы в продукции халяль и начали производить колбасу. Хлеб то же самое. И на самом деле мы могли, их качество хлеба очень хорошее, качество продукции именно местных вот этих продуктов очень хорошее. Мы могли двигаться по другим рынкам, тоже производить такие же хорошие качественные товары и, соответственно, развивать эти рынки. Вот как вы определили приоритетные направления? Знаем, да, что их 11. Исходя из специфики рынка, в регионы, вернее, так как у нас развита и агропромышленность, и туризм, и мы посчитали, что там аквакультура, именно был акцент сделан на специфику региона, где, как я сказал, по этому же хлебу, по этим же местным продуктам, мы думаем, что 11 рынков, которые мы определили, они будут как бы приоритетны для нашей республики, и если туда больше войдет частный бизнес и будет высокая конкуренция, то, соответственно, данные рынки будут, и как бы наш товар будет не только на наших прилавках, и будет в прилавках всей России. Будем надеяться. Вы сейчас дали такие хорошие прогнозы до 25-го. Какие прогнозы ожидаются? Вы сказали, вот эта программа до 25 числа. В 25 году вы должны ее завершить. Мы думаем, что до конца 2025 года, как я сказал, мы будем контролировать, чтобы органы исполнительной власти исполнили именно вот эти мероприятия, которые у нас утверждены в дорожной карте. Мы думаем, что частный бизнес будет на всех товарных рынках, и, соответственно, эти рынки будут, я не скажу, что там высокая конкуренция, но мы думаем, что там будет определенная конкуренция, и все эти рынки будут как бы конкурентоспособны. Рамзан Ахаевич, вот смотрите, кроме дорожной карты, что сегодня помогает развивать конкуренцию? В 2017 году Федеральная антимонопольная служба начала разработку национального плана развития конкуренции. Чтобы вы знали, вот это тоже такого документа не было в России, и даже Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, поддержал Федеральную антимонопольную службу. И 21 декабря 2017 года был утвержден национальный план развития конкуренции. Чтобы вы понимали, этот документ как бы можно сравнить с национальным планом по борьбе с коррупцией. Вот они аналогичные документы. И что было прописано именно в национальном плане? Чтобы все органы власти сделали для себя приоритетом и у себя в положении прописали, что для них приоритетом является развитие конкуренции. Соответственно, мы в нашей республике тоже через распоряжение главы республики проконтролировали, что наши органы власти внесли изменения в свои положения, и каждый орган исполнительной власти можно просто даже для интереса открыть, посмотреть. Для каждого органа исполнительной власти приоритетом является развитие конкуренции. Соответственно, мы считаем, что также именно национальным планом было утверждено, что органы исполнительной власти не могут нарушать антимонопольное законодательство, что необходимо внедрить внутренний контроль и также по нарушению антимонопольного законодательства. Органы исполнительной власти обязательно должны иметь, каждый документ должен проходить антимонопольный контроль, и у них должен быть, как бы, если на языке ФАСа, если сказать, это как бы антимонопольный офицер, и он должен давать заключение каждому документу, который издается нашим органам исполнительной власти, чтобы не было нарушения и не было ограничений конкуренции, и не было как бы преференции одному субъекту. И также мы считаем, что государственные закупки должны проходить честно, добросовестно, и органы исполнительной власти должны также, для них должен являться приоритетом развития конкуренции. И мы думаем, что это будет способствовать развитию конкуренции. Одна и та же фирма выигрывает последние лет 10, да, в этих же госзакупках. Вот бывают, да, такие случаи. Может, да, вот действительно очень эффективно, добросовестно выполняют, да, свои задачи, которые были на них возложены, поэтому хорошо себя зарекомендовали и уже пользуются чисто вот их услугами. Но все-таки это же нарушение закона. Смотрите, там, если честно, надо смотреть, на каком рынке и какая конкуренция.
Есть, например, рынок, например, строительства, да, где там большие суммы, соответственно, когда мы изучали эти рынки, но именно вот эти закупки, там, соответственно, всегда одна заявка, и, соответственно, данная заявка признается победителем. А почему, как вы думаете, нет конкуренции? Одна заявка, как так может быть? Смотрите, нельзя говорить, что нет конкуренции, потому что данная закупка висит 7 дней, и у каждого участника есть возможность подать заявку. Если, например, можно сказать, что нет конкуренции в случае, если там заключается прямой контракт, и никто об этом не знает. Там есть... прямой контакт – это уже дело уголовное. Да. Тут, смотрите, на сайте госзакупок размещается аукцион. Данный аукцион иногда, если это конкурс, висит извещение. То есть тот, кто хочет участвовать в закупках, в конкурсе, да, надо постоянно транслировать, да? Нет, все знают, кто участвует в закупках, они всегда контролируют именно сайт госзакупок, и какие аукционы размещаются, какие аукционы для них интересны, будут ли они там подавать, не будут подавать. Соответственно, мы не считаем, что если закупка размещена и она прошла по закону, что там есть ограничения конкуренции, так как законодатель именно разработал 44-й закон и указал, какие процедуры проводить и как их проводить, чтобы не было нарушения конкуренции. Ну вот я говорю, все-таки есть, наверное, какие-то ограничения? Вот моя фирма выигрывает 2-3 раза. Может моя фирма выиграть 4-й раз или 5-й раз? Есть там в этом плане ограничения, я имею в виду, в законе? Именно, например, если мы возьмем строительство, там есть. Правительство Российской Федерации утвердило постановление правительства 99, где указывается, что при участии, например, в закупках по строительству там, школ, садиков, там необходим опыт работ. Если у вас нет опыта работ, вы не можете участвовать. Если он подает заявку, соответственно, его признают победителем, то законодатель это никак не ограничил. Можете нам отметить несколько вот таких интересных дел, моментов в вашей работе вот за последнее время? И вообще, над чем вы сейчас работаете? Если честно, вот у нас последние дела, это в отношении таких, вот у нас было возбуждено дело по картелю, это сговор на торгах. Можно сказать, что самое такое крупное дело в России, 6 тысяч аукционов по поставке лекарств. И получается, у нас 7 организаций сговаривались между собой. Там система Таран. Соответственно, мы доказали, что между этими организациями был сговор, была проведена неплановая проверка, соответственно, были выявлены признаки нарушения, нами возбуждено дело. И самое интересное, что нам ФАС России дал полномочия рассматривать это дело на всей территории Российской Федерации. В настоящее время решение уже принято. Это наши участники были или как? Нет, это были участники все с Липецка, Санкт-Петербурга и с других регионов. Соответственно, наших организаций именно зарегистрированных на территории Республики Ингушетия там нету. И на сегодняшний день у нас дело находится в суде. Перспективы, конечно, у нас большие. И можно сказать, что наши сотрудники антимонопольной службы Ингушского ФАС России выявили сговор, самый крупный сговор на территории Российской Федерации. Сколько организаций вы сказали? 7. Да, и более 6 тысяч аукционов они участвовали. По-моему, сумма более 9 миллиардов. И вот на самом деле у нас работают очень такие, можно сказать, профессионалы своего дела, и мы всегда пытаемся работать на качество, не на количество. И, соответственно, у нас есть и другие дела в отношении монополистов, там, по МРСК, Россети, где они составляли незаконные акты. Мы выдаем предписание, чтобы аннулировать эти акты, и, соответственно, накладываем штрафы. И вот, как я сказал, мы считаем, что именно действия монополистов во многом там тоже ограничивают наш бизнес. И всегда пытаемся как бы защитить наш бизнес от таких организаций, которые доминируют на рынке, которые являются монополистами. Вот смотрите, какие нарушения чаще всего вы выявляете у монополистов?
В основном Нарушения это... в отношении частного мелкого бизнеса. В основном это всегда незаконное составление акта прибора учета. Почему-то наши организации ресурсоснабжающие, они выезжают на проверку, сразу снимают прибор учета, составляют акт и направляют на экспертизу. Экспертиза в 99% подтверждает, что да, было воздействие со стороны потребителя, составляется акт. И к нам обращаются эти потребители, соответственно, можно сказать, что тоже 90% случаев мы признаем нарушения. И вот в чем заключается... Нарушение в отношении них? Да, в отношении вот этих ресурсоснабжающих организаций. В чем заключается нарушение? Составление акта. Для предпринимателя составление акта на самом деле без учетного потребления это большой ущерб, так как, например, ПАО МРСК может начислить вот не последнее, позапрошлом году было начислено 24 миллиона в отношении организации за безучетное потребление. Представляете, вот, если хозяйственный субъект, который работает, который получает какую-то прибыль, отдаст, например, ресурсоснабжающей организации 24 миллиона, и он может просто обанкротиться. И, соответственно, уйти с рынка, это будет опять нарушение конкуренции. Соответственно, мы в этом случае даже признали нарушение, наложили штраф, и все 3 инстанции выиграли в суде. Вот в прошлом году было выявлено, что у нас орган местного управления не утвердил, можно сказать, план по размещению нестационарных объектов. Это обязательно в соответствии с законом о торговле орган исполнительной власти на сайте должен разместить. Это тоже делается для развития конкуренции, для предпринимателей, так как предприниматель может зайти на сайт органа местного управления, да, посмотреть, где он хочет разместить свой нестационарный объект и подать заявку, если он хочет заниматься бизнесом, сезонным бизнесом. И мы выдали предупреждение, орган исполнительной власти не исполнил наше предупреждение, сославшись на то, что у них все есть. Мы возбудили дело, выдали предписание исполнили, они разместили именно вот эту схему размещения нестационарных объектов, и виновные лица были привлечены к административной ответственности. Также у нас интересное дело было по ТКО. Это у нас, получается, были утверждены нормативы коммунальным отходам нашей республики. И был документ, где необходимо было провести сезонные замеры. Соответственно, орган исполнительной власти при утверждении именно вот этих нормативов по ТКО не провел сезонные замеры и утвердил просто от себя, указал цифры, что, например, если брать заправочные станции, что у них они мусорят, можно сказать, что вырабатывает мусор на одну колонку 5 кубов. Но мы считали, что это слишком завышено, и для предпринимателя это большая нагрузка. Да. Соответственно, исходя из этих нормативов, он должен платить региональному оператору по вывозу мусора. И мы посчитали, что слишком завышен тариф, запросили у органов власти, он нам не смог подтвердить калькуляцию. Соответственно, выдали предписание, сейчас предписание находится у нас на стадии исполнения, так как там, в соответствии с постановлением Российской Федерации, необходимо провести замеры сезонные, это зима, лето, осень, весна. Соответственно, нам написали письмо, орган исполнительной власти написал, что дайте нам время, и мы исправим все это. И сейчас до конца 2022 года они должны провести замеры и исполнить наше предписание. И мы думаем, что именно эти нормативы, которые утверждены, будет намного меньше. Соответственно, мы считаем, что сняли нагрузку с бизнеса, так как они за вывоз мусора должны будут платить меньше. Так, Рамзан Алхаевич, наше эфирное время, к сожалению, ограничено. Если вам есть чем добавить, вас слушаем. Я бы хотел просто попросить наших предпринимателей, как я ранее сказал, чтобы развивали конкуренцию на всех рынках, чтобы инвестировали именно в наш регион,
Также мы пытаемся работать с органами исполнительной власти, с органами местного управления, чтобы они разрабатывали инвестпаспорта, чтобы они самые такие инвестпривлекательные места отдавали нашим предпринимателям. И пытаемся, чтобы частный бизнес был на всех товарных рынках на территории Республики Ингушетия. Будем на это надеяться. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Рамзан Евлоев, заместитель руководителя Ингушского управления Федеральной антимонопольной службы. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправлять вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Адик Халшин, Мяшта Ахтша.